Национальный архив Республики Башкортостан – это особо ценные и уникальные документы по истории региона, начиная с 1749 года и по настоящее время. Всего 13 тысяч фондов и 2,6 миллиона дел. Размещается Национальный архив Республики Башкортостан в Уфе в 8 корпусах. В один из них, на улице Карла Маркса, 4, и отправился в рамках рабочей поездки глава Башкортостана Ради Хабиров. Это вот это после ремонта. Да, после ремонта. Директор архива. Я понял, да. Вот такой фойе сделали. Вот уже приятно стал. И посетители радуются. Сейчас 50 лет ремонт делали. Сколько? 50 лет. 57 года. Рафаэль, мы вас приглашаем познакомиться с нашим архивом. Давайте, с удовольствием. Современные условия появились для наших граждан. И вот здесь вот у нас новый цех. Да, сканирующее оборудование. Вот, Рафаэль, здесь закупили благодаря вашей поддержке 4 новых планетарных книжных сканера. Увеличили сканирование в 5 раз. Сейчас переводим документы в цифру, и из 57 тысяч документов мы перевели 40% в цифру. Уже, да? Да, уже перевели. И вот этот аппарат и позволяет качественно, на самом современном уровне перевести документы в электронный вид. А вот это что за книги вот вы смотрите? Вот это вот, проходите сюда. Это метрическая книга. Вот наша. метрические книги, да? Ага. Самарской губернии за 1855 год. То есть как происходит процесс? Берем дело, кладем его, здесь колыбельки, и с помощью клавиши вот нажимаем, и да, проходит луч, и здесь уже выходит готовая картинка в высоком разрешении. И следующий кадр. 1800 какой? 55 год. Особо ценный фонд. Это вот, да. А вот хранение этих книг, оно же особый режим требует, да? Ну, у вас есть возможность? Покажите. Игорь Фарич, вот этот аппарат специальный, видите, какая высокая книга. Это только такой аппарат может его сканировать разных полках. Да. Высота 30 сантиметров. То есть вот такие. Да. А это метрическая книга вот какого-то района или вот? Здесь разные уезды. Разные уезды, да? Бывает, что что-то конкретное одно, а здесь вот. Мы еще в архиве еще ближе познакомимся с ними, там покажем их. Вот все на арабском. Ну и вот еще один аппарат. По планам вот стопроцентно, ну, по крайней мере, там 75%, там 90%. Когда планы у вас? Мы 24-го года должны закончить. 24 году? По категориям особо ценных документов мы делаем как раз к 24 году. И работа она такая постоянно идет, постоянно мы набираем обороты. Вообще нужно сказать, что среди регионов это самая оснащенная лаборатория. Серьезно? Да. Вот в Татарстане были, мы даже их уже все обошли. Но они приходят к нам, смотрят. Возможно, совсем другие. А вот такие обращения. Ну, 2/3 это пенсионный, личного происхождения спрашивает, генеалогического порядка, исторические факты. Вот. У нас 2 группы, это социально-правовые, из 35-301, 4000 тематические, они платные. Вот. По запросам мы первое место занимаем среди регионов, опять же. Здравствуйте. Грищенко Светлана Николаевна, главный хранитель. Очень приятно. Уважаемый Ради Фаритович, хотелось бы представить вам уникальные документы, которые хранятся в нашем архиве и которые включены в Государственный реестр уникальных документов архивов фонда Республики Башкортостан. Самый ранний документ, который хранится, датирован 1759 годом из фонда канцелярии Оренбургского гражданского губернатора. Он повествует об уходе башкир в казахские степи после восстания 1755-56 годов. Это было такое восстание Батырши. И возвращение их обратно домой. Здесь отражены документы правительствующего сената, указы имеются, затем рапорта, донесения линейных командиров, билеты на проезд к месту жительства. Вот такие документы.
Он включен в государственный реестр под регистрационным номер 25. Всего у нас их 40 включено. Формирует архивный фонд Российской Федерации. Потому что единственный экземпляр. Так, также имеется вот метрическая книга с записью о рождении великого русского живописца, художника, нашего земляка Михаила Васильевича Нестерова. Запись, значит, сделана в Спасской церкви города Уфы в 1862 году. Вот Михаил, родители, рожден 19 мая 1862 года, крещен 25-го. Здесь указаны его восприемники и, значит, кто совершал таинство крещения. А также у нас имеются документы, списки служащих губернской земской управы. В этом списке имеется сведения о Шаляпине. Он в 1890 году прибыл в Уфу в составе... Он приехал на гастроли и остался здесь, и устроился песцом в Уфимскую губернскую земскую 10 рублей, 7 рублей. 10 рублей, да. Вот. Пенсионный фонд же как раз к нам обращается, чтобы мы посчитали и помогли стаж у каждого обратившегося и уровень зарплаты, чтобы могли они правильно начислить пенсию. Поэтому как только пенсионная реформа происходит, даже во время Шаляпин даже нам поток большой людей. Вот в том числе уровень зарплаты. Так, следующий документ из Уфимского губернского ревкома, где имеется переписка заведующего губфинотделом Байковым с начальником Уфимского гарнизона Чапаевым, где просит Чапаева освободить здание финотдела, на что накладывает резолюцию сам Чапаев, вот его автограф подлинный, что здание взято с боем и покаместь нужно нам самим. Подождите-то. Можно перчатки одеть, если вы хотите. А можно сфотографировать это? Конечно. Можно, да. А свет не влияет на хранение страниц? У меня без вспышки. Нет, это мы кратковременно можно. Да. У нас здание даже с такими узкими окнами, чтобы хранилище работало, соответственно. Также вот метрическая книга о рождении советского дипломата Карима Хакимова, метрическая книга на татарском языке арабским шрифтом, вот его рождения, перевод. А у вас в архиве есть переводчики, да? Да, специалисты работают, арабская весь полностью, они владеют. О рождении, они все вот по арабской вязи. И по арабской вязи, и по И скорописи. самая ранняя тоже метрическая книга, только уже это православная, Михаило-Архангельской церкви города Бирска, 1786 год. Записи о рождении, смерти и бракосочетавшихся. Такие документы. Всего, Ради Фарич, вот у нас таких мусульманских 9 тысяч экземпляров. Самый богатый запас это у нас среди регионов. И православных 3,5 тысячи. Вообще удивляюсь, как это вот удалось сохранить. И, конечно. И прошивали. А это вот тоже метрическая книга, Да, да? это православная. А в метрической книге отмечалось только рождение и родитель, да, или какой-то сословный статус еще? Да, А то обязательно. тоже да, отмечался, да? Вот найдите записи, там можно будет сразу показать. Рождение, вот она вся книга о рождении. Первая часть, там 3 части, первая родившихся. Города Бирска, крестьянина Ивана Пономарева. Да, дочь Ульяна, да. Имя писали просто или фамилию? Нет, родители писали, еще писали восприемников, это крестных, и кто совершал таинство. А у мусульман был еще 4-й раздел о расторжении брака. У православных такого не было. Да. А чем Это объяснять? отличие такое. А почему так? Ну вот расторгали, там были разные причины. У нас вот в фондах тоже есть такие данные, даже женщины просили развода. Или женщины были, нежели сейчас? Рафач, мы вот зашли в хранилище. Это где святая столько святых, ремонт да? сделали. Установили, Рафач, вот можно внимание обратить, да? Установили современную систему благодаря вот вашей поддержке. Автоматическая пожаротушения. Это газ-хладон 125, не дает, вот любой даже воспламенение сразу глушит. То есть это 100% обеспечит сохранение. Конечно.
Здесь работает система вентиляции кондиционирования. Температурный режим здесь 18 градусов. Режимы должны быть сохранены. Основные температурно-влажностные, световые, потому что свет тоже влияет на документы и может разрушить. Здесь находятся документы особо ценные органов государственной власти, законодательной, исполнительной, судебной. То есть это документы вечного хранения, поэтому их должны сохранить на многие-многие годы. Вообще хранить вечно. Да, вечное хранение. В этой комнате у нас хранятся вот этот самый знаменитый фонд Оренбургское Магометанское духовное собрание, метрические книги мусульманских приходов различных губерний. Это Оренбургской, Уфимской, Казанской, Самарской, Тамбовской. Кроме Таврического наместничества, это Крым, республика. А у вас, получается, ученые могут по заявке прийти поработать, да? Да, если умеют, они почитаются. Да. То есть есть такая... У нас все люди могут прийти, любой гражданин России. А вот это все еще оцифровано или еще нет? Нет, еще. Вот это в процессе цифровки. Всего у нас хранится 2 670 000 документов. Вот поэтому особые цены из них составляют 57 000 штук. Да. Вот. Ну и сейчас мы новую экспертную комиссию создаем и вновь вот рассекреченные документы партийного архива тоже вводим в особый ценах. Вот и недавно вот рассекретили документы дивизии, сейчас вот покажем, на то, что даже пойдет. Даже? Да. Интересно. Так. И сюда, да, дошить. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Рафич, а как чувствовать в таком вот хранилище? Ну, это вот как прикосновение к истории. Это ж, трепет какой-то, знаете. Можно анализировать, как был устроен БЭД, как устроена государственная система правления. Конечно, вообще это способ. Придете сюда еще? Обязательно. Рафич, мы переходим старый наш архив. Это вот как это было, наверное. Да, как это было после революции. Вот, создавался это первый наш архив республики. 100 лет ему. А само здание 1837 года построения. 1838. Да. Его строили как архив присутственных мест. Вот. Здесь находилась жандармерия также. Да, жандармерия. А вот в кипах что здесь? Это карты. Карта, да? Да. Пока оставили временно, потому что мы основную массу фондов вывезли, арендованное помещение уйдем. Здесь хотим сделать ремонт. Здесь тоже ремонт, да. Хотим сделать ремонт, сделать такую визитную карточку для любителей истории, краеведов, историков, чтобы они приходили, изучали историю, в том числе и в этом здании. Карты тоже цифруете, наверное, да? Да. 22 000 карт у нас. Это вся республика здесь. Здорово. А это вот энциклопедия, да? Большая советская. Да. И собрание свод законов у нас тоже хранится, полный свод законов, библиотека тоже будет переезжать. Тоже вот такие вот. У нас уникальные книги есть. Карта азиатская, часть азиатской России в отношении правления. А какого года, интересно, карта? 1914 год. Ух ты. Дореволюционная книга. Это уникально сами по себе. Да, конечно. И вот как делали? То есть типографские возможности уже тогда вот такие были, да? Так точно, делать да. красиво. Атлас азиатской России, здесь содержание. То есть мы их также используем в научных исследованиях. Приходит исследователь, запрашивает, просит, мы уж по возможности все это предоставляем. Тиснение, да? Ремонт сделаем. Ну, а по ремонту финансирование есть? Мы пока занимаемся над проектом. Я говорю, как будет готов, тогда подойдете. Хорошо. Конечно, надо. Это вы правильно, там, степ-бай-степ, там шаг за шагом. Последовательно. Рафич, хотели здесь выставочный зал сделать современный, вот, чтобы визитной карточкой республики все документы здесь показать. Да, ну как мини-музей, по сути, сделать, да? Да. Вот в документах это будет показано. Еще есть, потому что очень много материалов касательно истории Башкирии и всех народов, которые проживали здесь на этой территории, в Австрии хранятся. В Турции очень много материалов, в Казахстане. Зарубежные архивы изучать, привозить сюда, чтобы исследователи уже могли здесь исследовать по этим материалам. Здравствуйте. Рафич, вот мы в рамках подготовки к юбилею нашли такой документ. Это эскиз боевых знамен дивизий и полков.
Это недавно только рассекретили, и этот документ еще неизвестен и общей доступности не имел места. Но сейчас он рассекречен, да? Рассекречен, да. В прошлом году только рассекретили, в 2019 году. Уникальные материалы, карандашом нарисованные эскизы и утверждены. Вот у него у всех была лицевая сторона так, а обратная сторона вот 3 видов, 3 полков. То есть это февраль 42 года. А в марте 42 года уже наши... С этими знаменами пошли. Да. 3 марта они пошли. Вот в честь того, что мы выявили такие документы, мы хотели вам подарить. Да. Это разрешите, Ральф Фаридович, вам преподнести эскизы боевого знамени. Да, спасибо огромное. Спасибо. Чтобы напоминал о наших славных победах. Прям вот это очень дорого. Это, потому что у нас такой естественный интерес к дивизии нашей и к героям этой дивизии. Знаете, такой интересный момент. Я когда мы готовились к мероприятиям, всегда я спрашивал, остались ли участники нашей кавалерийской башкирской дивизии. Мне всегда говорили нет. Мы копнули хорошенько и 2 нашли. Здорово. Причем таких героических людей. Нагимов, представляете, молодой, они же все пацанами были. Конечно. И вот 2 представляли к званию Героя Советского Союза. Уникальный вообще. Уникальный человек, ему 102 года. Я пока рассекречивать его не буду, потому что по нему у нас целая большая программа в преддверии. Но он награжден орденом Ленина, боевого Красного Знамени, Александра Невского, Красной Звезды. Ну это, представляете, какой человек. Сейчас ему 102 года, он уже, конечно, истинно настоящий герой. Скажите, пожалуйста, что вам подарили, что там написано? А тут эскизы боевого знамени. Вот как раз боевого знамени полков, которые входили в состав кавалерийский. Там же были и артиллерийские полки, да. Вот. Она сперва 112, а потом стала гвардейская 16-й. Вот. Спасибо. Это вот современный читальный зал. Мы сейчас можем, сейчас читатели пользуются уже электронными нашими образами. В нашем архиве хранятся материалы переписи податного населения, ревизские сказки. И пользователи, интересующиеся исследованиями генеалогии своей семьи, просматривают вот эти документы. Здесь указывается домохозяин, вот мы видим Михаил Ефимов-Кузнецов, его сыновья, то есть отношение к домохозяину Василий, вот Федор, указывается возраст по последней ревизии, по предыдущей, и возраст по нынешней ревизии. И вот так вот пользователи вычисляют год рождения своих предков. Ну, это, по сути, здесь продолжение той работы. Там сканируют, здесь уже исследователи работают. А здесь указывается мужской пол, женский пол. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Проходим к выставке. Фаридович, начинаем здесь. Наш начальник отдела. Спасибо. Сейчас мы вашему вниманию гостей предлагаем выставку, которая посвящена легендарному комдиву Шаймуратову и 190-й башкирской кавалерийской дивизии. В нашем архиве довольно много документов по личности командира и по кавдивизии. Здесь вот как раз вот документ о рождении Мигали Шаймуратова. Также вот здесь представлена автобиография, которая была написана его рукой в 1938 году, и его подпись здесь тоже есть. Этот документ нам передали из архива Министерства обороны. И здесь уже вот документы о формировании вот этой дивизии непосредственно. Вот этот документ вот в прошлом году, в конце прошлого года был рассекречен. И вот протокол совместного заседания Башкирского обкома и Совета народных комиссаров нашей республики о создании 2 кавалерийских дивизий из населения нашей республики. Здесь уже непосредственно вот боевые действия, которые связаны с дивизией. Вот список подарков, которые собрали вот жители нашей республики. И с этими подарками вот ездила делегация в 1942 году. Вот список делегаций, там есть и видные деятели нашей республики, Сайфи Кудаш, вот Бадар Юсупова и другие. Вот. И вот они вот вместе вот сфотографировались, вот их фотография. Вот известный писатель Константин Симонов тоже вот, был
фотографии. И вот дивизия на марше, вот, боевые будни. И вот еще один факт хотел сказать. Фотографию вот, здесь два ордена Шаймуратова. Его представляли в 43-м в конце 42-го на Ленина, но не успели вручить. Погиб. И здесь уже тоже вот, те документы, вот, сведения вот, о гибели Шаймуратова. А здесь вот его личный водитель, вот, свои воспоминания о последней встрече с генералом, когда они уже прорвались вот, из окружения. Это копия с его личного дела. Там было очень много интересных фактов, которые мы открыли для себя. И вот воины соединения вот, издавали свои вот такие боевые листки, газеты, можно сказать. Они тоже вот, в наших фондах единичный экземпляр вот, сохранились, отложились. Вот. И когда уже после войны вот, был процесс о присвоении Героя Советского, вот нашему делу тоже вот, обращался, вот, поддерживал присвоение Героя Советского Союза Шаймуратова, но, к сожалению, тогда это еще не было. Я страх. Здесь у нас тетради из Донбасса. Да. Это, знаете, как это было, да? Это вообще удивительный случай. Мы когда приехали туда, это было как, в прошлом году, мы ездили, да? В мае. В мае прошлого года мы поехали туда, и когда, значит, ну, сперва были в Донецке, потом оттуда я попросил, чтобы все-таки, я говорю, мне хотелось бы туда доехать. Мы туда приехали. И, значит, перед школой остановились, вся школа вышла, дети в белых блузках вот в ряд стали, и пока мы шли, они нас вот прям так встречали. Потом концерт был, показали, у них в школе музей есть Шаймуратова, и музей погибших, у них в школе, по-моему, учительница погибла, учительница и паренек погиб у них. Представляете, во время бомбежек вот этих вот, ну, уже вот современная история. И потом вот ко мне подходит вот пожилой уже он казак, такой у него старейшина казаков, он таки одет вот, и он, значит, мне говорит, вот у нас есть такие вот эти записи, я не знаю, почему раньше не передавали, представляете? И он нам передает. Мы еще ценность не понимаем вот этого всего, да, потому что изучите все это. У меня вообще была мысль своими глазами посмотреть, потому что, честно говоря, я как думал, если он там один захоронен, и точно, то мы потом, я думаю, договоримся, его прах вернем на родину. Но вот мы там были и на месте его гибели, нам показали люди, еще детьми, которые были, и показали вот тот памятник, который, соответственно, вот, где там захоронен. Их очень много, там более сотни, да, очень много захоронено. Да. Там 2 генерала захоронено, наш генерал и еще один, Громов, по-моему, фамилия его, 2 генерала захоронено. И памятник уже, ну, старый, да, ну, знаете, вот травиночки нету. Настолько вылизан, настолько хорошо и с очень теплотой. Вообще удивительно, вот где Шаймуратов, казалось бы, где они, да? И они с очень большой теплотой. И поэтому я считаю, что это на самом деле вот, бесценный для нас источник информации. Я вам честно скажу, что вот я жду, когда мне уже часть дали, я хочу вот спокойно сесть и вот каждую внимательно вычитать. Потому что, ну, мы образ нашего генерала вообще, что это за человек, мы еще до конца, и его величие до конца не понимаем. Вот, да. Вот нам это поможет понять, что произошло. Все-таки он крупный военачальник, у нас не таких много, у нас генерал Кусимов, крупный военачальник, он крупный военачальник во время войны, поэтому, ну, судьба у него еще, видите, какая трагическая. Поэтому мы должны сделать, чтобы, это все. Мы уже, только они к нам приехали, мы уже успели прочитать, посмотреть. Здесь конкретно вот пишется: противник контратаковал боевые порядки 112 кавдивизии. Конкретно уже про наших. Конкретно про Шаймуратова здесь уже тоже пишется. О том, что здесь вот. Почему-то без знаков различия. Генерал-майор, почему-то без знаков различия Шаймуратов в штабе. Люди, отношения как бы. Это понятно, когда они прорывались, он специально, наверное, был так одет для прорыва. Да. То есть уникальный сами по себе материал для изучения истории. А вот видите, как
Да. Спасибо вам. Совершенно случайно. Спасибо вам большое за доверие. За доверие, за то, что... Поэтому. Это надо тоже вам, конечно, оцифровать все и сделать. Тут ничего секретного нету, я так полагаю, поэтому это надо оцифровать в общий доступ. И, конечно, надо сделать, когда вот вы в музей будете делать, чтобы уголок был вот этим вот этим записям. А так мы взяли шефство сейчас над городом Красный Луч вообще. И вот в этот округ Красный Луч входит село Петровское. И мы им помогаем. У них там ничего нет, разруха полная. Вообще полная разруха. Вот. Поэтому они для нас тоже как родные сейчас, поэтому будем поддерживать. При вашей поддержке мы тоже свою лепту внесем. Там создадим тоже, может быть, и вот архивные документы, копии. Да, конечно. Да. Ну вот такая совершенно... Я его не просил, ничего, он сам ко мне подошел. И вот, сердечно. А если еще поработать? Да, конечно. Так нам женщина одна рассказывала, она прям вышла вот на Косогор, где мы стояли, вот там вот на Большом, где они погибли. Она говорит, мне было 5 лет. Я, говорит, помню, ночью в деревню заехали немцы, говорит, их много очень было. И, говорит, под утро была стрельба, говорит, очень много стрельбы, говорит, было очень. Ну, она маленький ребенок, 5 лет. И потом, говорит, мы всю зиму, говорит, наши селяне, говорит, потихонечку вытаскивали тела и захоронили, потому что все поле, говорит, было погибшим. Радий Фаритович, позвольте вопрос здесь пока у тетради. Что за тетради? Это очень разные воспоминания. Это воспоминания жителей, это воспоминания самих участников. Тут даже у Рукавишникова есть, да, воспоминания. Рукавишников фамилия его, да, этого ординарца, помощника генерала. Поэтому это вообще бесценные документы, которые вот передали мне. Передал старый казак, вот житель села Петровска, когда мы там были. На Украине? На Украине, да, в Луганской области. Поэтому вот видите, какая история. А когда это было? Почему он вам передал? Сам не знаю. Но он просто увидел, что мы приехали, ну, он удивился. Большая, ну, не скажу, что большая, приехало руководство Республики Башкортостан вот именно к этому месту. Он, видимо, понял частоту наших, скажем так, мыслей, потому что он же, представляете, у него эти документы там несколько десятков лет хранились, а передал только вот год назад. А вы теперь передаете это на хранение в наш архив? В архив, безусловно. Это бесценные документы. Их надо изучить еще внимательно, пусть историки покопаются, да. Там нужно вот параллели провести, потому что они все очень разные. Из них можно там вытащить определенную историю. Спасибо за доверие. Ну, все, я с удовольствием прям, да. Спасибо я как-нибудь приду, там прям посижу еще. Да, у меня не было времени. Спасибо. Радий Фаритович, у вас сейчас и прямой эфир, и времени нет, и график плотный. Вы задержались, говорили. Дорого сердцу это? Очень дорого. Для меня вот как-то вот еще, когда не здесь работал, в Москве, как-то тронула судьба генерала, а сейчас у меня есть уникальная возможность. Да, сейчас у меня есть возможность что-то сделать для увековечения его памяти. Спасибо.